Знаете, как каждый мужчина любит свою технику, так же я его люблю. Это мой самый лучший товарищ. Здесь проходят самые лучшие дни мои. Я его действительно люблю, я знаю его от начала до конца. Сама могу его разобрать, перебрать там, где мне разрешено это сделать. Я еще с детства играла с мальчиками, вот, и в 12 лет я узнала, что играют девочки еще в караколе, вот, я тогда к ним присоединилась, и вот тогда начался у меня футбольная карьера. Тургуналиева Гульджан меня звать. Я работаю на башенном кране строительной компании Royal. Вообще я уже с 2012 года. Да, у меня стаж большой. Периодически отлучалась, так как выходила на декрет. Я мать 3 детей. Мне было в тот момент 19 лет. В целом у меня свое образование финансовое, но вот именно интерес был всегда большой технике. Всегда меня это завлекало. Мне кажется, разницы не было, была бы я экскаваторщицей, да хоть танкисткой, я бы везде смогла. Я люблю, да, я дружу с техникой, я ее понимаю, общаюсь на «ты», уверенно себя чувствую в ней. Вследствие того, что я всегда с детства была в большой технике, я не видела другой специальности для себя. Я всегда понимала, что моя жизнь будет именно связана либо в органах, либо военной структурой, либо же вот с техникой. Но именно почему техника, не знаю, может, самоутвердиться хотелось. Я всегда добивалась чего-то такого, кому другому, да, не по силам. Всегда видела того, что в принципе женщина может все и всегда. Вместе с мамой пошла на эту секцию к моему тренеру Замир Агай. Мои родители довольно современные и очень меня поддерживают. И поддерживают также мою сестру, и моих братьев, так как мы очень спортивная семья. Когда играют девочки, они не хотят, чтобы в их команде была девочка, так как они думают, что мы не можем играть или поведем команду назад. Вот. Но я доказывала обратно, и они меня в итоге полюбили и берут в свою команду. Да, я очень люблю этот спорт, и из-за этого я не хочу это все заканчивать. Я пока что играю за команду Сукуль, и если будут какие-то предложения по контракту, то я попытаюсь к ним попасть. Так как я в целом являюсь самой младшей дочерью из 5, да, ребенком, я была всегда избалованная такая. И вот когда я выбрала профессию, мои родители были категорически против. Так как мать у меня была госсотрудником и в целом депутатом Майолюк-Мыто, они считали, что девушке лучше иметь легкую, непринужденную профессию. И в целом они меня всегда отговаривали. Мать хотела, чтобы я стала либо врачом, либо учителем, перспективно, красиво. Отец в целом мне всегда присуждал жизнь юриста или же бухгалтера, финансиста. Были против. Было больше, наверное, нападки со стороны именно обучающего спектра, да, учителей. Они не понимали, как эта девушка будет работать в мужском коллективе. Ну, это были прямые, да, такие фразы об этом были, да. Но в целом, прям чтобы дискриминации такой, не знаю, может быть, мой характер не позволял им меня как-то осуждать или в целом вести на это время диалект в таком тоне. Когда я сюда уже пришла, заключила договор трудовой, отработав полгода,
я услышала такой момент, что был человек, который в целом, он пришел к начальству и таки выложил, что девушка слишком молода и не имеет права, да, сидеть за такой серьезной техникой, да и тем более ответственность очень большая. Вы знаете, здесь именно отработав именно вот этот период, у меня начальство конкретно утвердило то, что девушка намного внимательней, намного уверенней, и в целом именно по технике безопасности мы более ответственные люди. В зависимости от того, что если бы работал здесь молодой человек, я не считаю, что он лучше меня работал бы. В нынешнее время женщины все устоявшиеся, все самодостаточные. Я не вижу границ. Не имеет значения, женщина или мужчина, мы, по-моему, все достойны одинаково всего. Главное, немного стремления и желания, и побольше уверенности в себе. Нет, в целом я не вижу, да, преград. Ну как так? У нас была космонавтка Терешкова, а после этого что-то другое надо доказывать. Женщина может все. Я считаю так. У меня с детства была мечта попасть в клуб Барселоны, но я надеюсь, что это в какое-то время сбудется. Мы должны делать то, что хочет сердце, и если не сейчас, то не будет других шансов. Так что лучше начать сейчас, чем никогда.